Дорогие абитуриенты, мы рады, что вы выбрали нашу магистерскую программу «Сравнительная филология в поликультурной образовательной среде». Но для того, чтобы стать магистрантом, конечно, нужно сдать успешно вступительные испытания. В этом году вступительное испытание проводится дистанционно и не будет устного собеседования, а вы будете решать тесты. Тесты по проблемам, которые лежат в области нашей магистерской программы. Сегодня я проведу консультацию. Я профессор кафедры русского языка Хайруллина Райса Ханифовна. И сегодня я проведу с вами консультацию о том, как успешно решить тест на вступительных испытаниях, получить высокий балл и стать нашим магистрантом. Итак, тест. Что собой представляет это тестирование? Тест включает 30 вопросов. Структура какова теста? В тесте 5 пунктов А, Б, В, Г, Д. Первые 3 пункта. Сначала дается вопрос, задание, которое вы должны решить. И по этим заданиям вы определяете, какой пункт выбрать. А, Б, В, Г или Д. Например, задание «Русскую культуру отражают следующие пословицы. Не красна изба углами, а красна пирогами. Поутру вставай, на чужой каравай рот не разевай, а поутру вставай и свой затевай. По щучьему велению» и так далее. Вот из этих 3 заданий вы должны выбрать правильный ответ. Но, как вы уже поняли, все 3 ответа правильные. Поэтому, если все ответы на задание правильные, вы выбираете D, пункт D. Все ответы правильные. Кроме этого, есть еще пункт Г. Нет правильного ответа. Если вы считаете, что в пунктах А, Б, В нет правильного ответа, вы выбираете пункт Г, нет правильного ответа. Чтобы правильно решить тест, не нужно торопиться. Нужно внимательно прочитать несколько раз задание. И не нужно, если вы определили, что первый пункт А, ответ правильный, сразу отмечать его как правильный. Потому что все 3 А, Б, В ответы на это задание могут быть верными. И тогда вы должны будете выбрать ответ, все ответы правильные. Поэтому сначала внимательно решаете тест, все ответы на задание продумываете, а потом только принимаете решение, какой пункт вы отмечаете как верный. Один ответ А, или второй ответ Б, или третий ответ В. Если все ответы правильные, Д, все ответы правильные. И если нет правильного ответа среди предложенных вам на это задание, то выбирайте Г, нет правильного ответа. Каково содержание тестов? Здесь я бы разделила на 2 блока. Поскольку сравнительная филология, а филология – это языки и литературы, как вы знаете, сравнительная филология, здесь 2 блока. Это лингвистический блок и литературоведческий блок. Лингвистический блок включает вопросы на знание каких-то общекультурных моментов, фактов, на знание русской культуры, культуры вообще, мировой культуры, на знание русских пословиц, поговорок, каких-то персонажей народных сказок, какие-то даже теоретические вопросы, но их не так много. В основном вопросы представляют собой практические знания. И второй большой блок – это литературоведческий. Вы все обучались в общеобразовательной школе, прошли школьную программу по литературе. Я надеюсь, много читали, хорошо знаете содержание русской классической литературы, знаете роды и виды литературы, жанры литературы, хотя бы в общем виде. И на эти вопросы вам нужно будет ответить в этих тестах. Очень приветствуется знание содержания литературных произведений, потому что в тестах есть задания, которые предполагают
определение либо жанра, поэтический, драматургический или прозаический жанр произведения, либо его автора, либо характеристику персонажей того или иного произведения. Кроме того, по литературе есть вопросы, связанные с какими-то небольшими общеизвестными теоретическими вопросами. Ну, поскольку вы гуманитарии, в основном на нашу магистерскую программу идут выпускники гуманитарных направлений, профилей, то есть некоторые вопросы на общекультурный уровень, на проверку общекультурного уровня, кругозора. Ну, что такое культура? Для чего культура существует в обществе? Каковы функции языка в обществе? Что характеризует русский национальный характер? Какой русский человек? Если вы вспомните русские народные сказки, вы поймете, что это очень трудолюбивый, это очень открытый, общительный, простой, простодушный человек, терпеливый. Бог терпел и нам велел. И если вы начнете вспоминать русские пословицы, вы увидите, что в них очень много отражено русского менталитета, специфики русского менталитета. Ну, как я уже сказала, наш профиль сравнительная филология, и поэтому есть несколько вопросов, связанных с сопоставлением языков. Но мы с вами все носители нескольких языков. Все мы знаем русский язык. У нас в России русский язык – язык образования, образовательной системы. У нас есть родные языки, многие из вас владеют, кроме русского, родным языком. И, наконец, мы все изучаем иностранный язык. Поэтому мы являемся билингвами, носителями нескольких языков сразу. И поскольку вы поступаете на магистерскую программу «Сравнительная филология» в поликультурно-образовательной среде, то, конечно, есть некоторые вопросы, посвященные сопоставлению языков. Но это, на первый взгляд, только кажется сложным, потому что если вы знаете русский язык и какой-то иностранный язык, английский, немецкий, французский, изучали в школе, в вузе, если вы знаете русский язык и свой родной язык, татарский, башкирский, чувашский, казахский, киргизский, любой национальный язык в качестве родного используете, то вам легко будет сравнить эти языки. Например, такое тестовое задание, что во всех языках присутствуют гласные и согласные звуки. Но, конечно, если вы знаете родной язык, вы, кроме русского языка, вы хорошо знаете, что во всех языках, в русском языке, в родном любом языке, в иностранном языке вся фонетическая система состоит из гласных и согласных звуков. И, конечно, нужно будет ответить утвердительно, что во всех языках есть система гласных и согласных звуков. Или, например, отражение национальной культуры в каких-то словах, то есть в лексике. Например, предлагается выбрать, что характерно для русской культуры, предположим, река или океан. Ну, вы хорошо знаете российскую природу, русскую природу, что океан у нас только, как говорится, очень находится далеко от российского государства, собственно говоря, и моря тоже. Для русского человека, проживающего на средней русской равнине, было чем-то очень далеким, водоемом очень далеким. И не зря мы говорим «за 7 морей», «на краю моря», «за горами, за долами, за морями» и так далее. То есть это нетипично для русского описания мира. И, естественно, для русского описания природы характерно описание реки, озера, родника, ручья. Это будет специфическим национальным. Но вот для того, чтобы конкретно представить, как решаем задачу, тестовую задачу, разберем несколько конкретных примеров. Например, задание: к поэтическим жанрам
относятся: А. Поэма, Б. Пьеса, В. Рассказ. Поэтический жанр. Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно знать, что поэма – это стихотворное произведение, пьеса – это драматургическое произведение, а рассказ – это прозаическое произведение. И поэтому правильным ответом будет А. К поэтическим жанрам относится поэма. Или, например, лингвистическое задание. Отражают особенности русской культуры следующие пословицы. Поспешишь, людей насмешишь. Не лежи на печи, будешь есть калачи. Пусти козла в огород. И вот эти три пословицы, которые характеризуют русский образ жизни, конечно, вы должны будете ответить на это тестовое задание, что все ответы правильные, потому что все они отражают русскую культуру. Русский человек был земледельцем, и поэтому название хлебобулочных изделий, хлебопашества очень ярко представлено в русских пословицах, поговорках. Огород, городить, и слово город, огород, городить чепуху и так далее, ограда, все это однокоренные слова, потому что для русского человека, кроме земледелия, важно было еще и приусадебное хозяйство, то есть огород, сад, ну и так далее. И, наконец, русский человек очень основательный человек. Поспешишь, людей насмешишь. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. То есть человек русский очень основательный, он обдумывает, долго иногда обдумывает. Русский человек долго запрягает, да быстро едет, а потом принимает решение. Поэтому все эти три пословицы, конечно, отражают русскую культуру. И вы должны выбрать ответ. Все ответы правильные. Но, как я уже сказала, вот эти блоки, литературоведческий блок, лингвистический блок, общекультурный блок, это те знания и представления, которые есть у вас уже с детства и которые сформировались у вас во время обучения на бакалавриате или в специалитете. Это общекультурный уровень, общекультурный кругозор. Но кроме того, что вы знаете с детства, это, например, русские народные сказки или свои сказки родного народа, это персонажи различных сказок, это пословицы и поговорки, которые мы постоянно употребляем в своей речи. Конечно, есть вопросы, которые требуют подготовки. Я не хочу сказать, что наш тест можно решить прям сесть и сразу решить его на максимальное количество баллов. Но для того, чтобы получить более высокий балл, конечно, нужно подготовиться. К сожалению, сегодня трудно пойти в библиотеку и взять книги, которые я могла бы вам порекомендовать. И, кроме того, не все книжные издания представлены в интернете в оцифрованном виде. Но я думаю, что поскольку это вступительное испытание, вы показываете свой общий культурный уровень, то достаточно будет посмотреть такие вопросы теоретические в интернете, в Википедии, на любых других сайтах, которые освещают русскую культуру, культуру вообще, мировую культуру, литературу русскую, классическую, теорию литературы, сведения о русском национальном характере, менталитете, ну и так далее. То есть те вопросы, которые связаны с филологией. Вы знаете, что филология – это гуманитарная отрасль науки, которая изучает слово, изящную словесность, литературу, языковые единицы, язык как систему, ну и как отражение культурного наследия русского народа и любого другого народа. Поэтому, естественно, этих материалов сейчас в интернете очень много, вы можете их найти. На что хочу обратить внимание. Первое. Некоторые вопросы вам хорошо известны еще из школьной программы. Например, назовите автора романа «Война и мир».
Я думаю, что каждый из вас назовет, что это Лев Николаевич Толстой. Или назовите персонажей какого-то определенного произведения. Я думаю, что вы тоже легко определите, из какого произведения названы персонажи в тестовом задании. Есть общие лингвистические сведения, которые вам тоже хорошо известны, и поскольку вы собираетесь на сравнительную филологию, то и знаете иностранные родные языки, кроме русского, какой-то первичный анализ сопоставительный вы умеете делать. Тем более вопросы, они очень такие, вот пока поверхностные, глубоко сопоставительные языкознания вы будете изучать, когда станете магистрантами. Но есть вопросы, которые нужно почитать, повторить, что-то освежить в памяти. Это роды и виды литературы. Это какие-то основные теоретические вопросы литературы, которые проходят в школе. Это лингвистические понятия, это понятия культурологические о русской культуре, о культуре мировой. Вот эти вопросы вы должны посмотреть в интернете, если есть у вас какие-то книги дома, еще раз освежить в памяти эти теоретические вопросы. В целом на тест дается 1 час для выполнения. Я думаю, что 30 вопросов за 1 час легко можно решить. Тем более, что некоторые вопросы, они достаточно простые, и вам легко будет их решить. А некоторые вопросы нужно будет подумать для того, чтобы дать правильный ответ. Ну, я надеюсь, что ваша гуманитарная, теоретическая и практическая база позволит вам правильно решить наши тесты. И если у вас возникнут какие-то вопросы, до вступительных испытаний у нас еще достаточно времени, вы можете задать мне эти вопросы по электронной почте raisa.hayrulina@yandex.ru. Этот почтовый адрес будет и на сайте университета в приемной комиссии. И я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. А сейчас я призываю вас серьезно подготовиться к вступительным испытаниям для того, чтобы в сентябре вы переступили порог нашего университета и стали нашими магистрантами. Успехов вам!